потом уже ответьте, скажите. Так, все, коллеги, последняя минута у нас осталась, пожалуйста, с телефонами разберитесь, все подготовьтесь. Чей телефон? Я выключаю. Выключайте. Что, кондиционер не включили? А уже все. Вообще. Или не успели? Нет, что-то нет. С утра заработал, подать воздух, потом отключился, потом вот с перепадами все пошло. Игорь, чистить надо, когда их чистить? Ну ладно, пусть хозяйственники потом разбираются. Ну, вроде пока нормально, там ничего. Мне нормально. Да, то есть ничего не смотрите, как доверяюсь. Новость, которую вы даете с самого начала, да? Ну, хорошо. Да, ну, сразу новость раскрыть это. Это, то есть какая у нас есть новость? Так, кто даст команду? Можно? Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня у нас очередная пресс-конференция, и на ваши вопросы ответит заместитель председателя республиканского правительства Валентин Сахангириевич Базаров. Рассмотрим сегодня мы реальный сектор экономики, будем говорить о развитии промышленности, транспорта, строительства и дорожного хозяйства. Валентин Сахангириевич, какая у вас есть новость для журналистов, это у нас традиция здесь такая, по тем направлениям, за которые вы отвечаете в правительстве? Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья, телезрители, зрители. Ну, на сегодняшний день самая свежая новость – это то, что мы все уже знаем. Заработал наш аэропорт. Мы все знаем, что в 2008 году после пятидневной войны или принуждения Грузии к миру у нас аэропорт был чуть-чуть потрепали его военные. Поэтому глава в те же дни, переговорив с министром транспорта, мы его включили в федеральную программу, и на сегодняшний этап этой программы исполнен. Полоса готова к эксплуатации, уже несколько дней эксплуатируется. Я сам летал, садился, очень комфортно самолет садится. И дальше продолжаем реконструкцию. У нас еще несколько нужно сделать стоянок, поэтому светосигнальное оборудование. И наш аэропорт тогда станет всепогодным, всесезонным и дневного, и ночного использования. Спасибо. Так, пожалуйста, кто готов начать? Росина. Газета «Ростина», Эльза Бутаева. Валентин Сахангириевич, вот нам, журналистам, тоже по роду деятельности приходится бывать на самых разных совещаниях, и уже много лет подряд поднимается вопрос, самим же правительством, что очень много у нас предприятий убыточных, где-то назывались 48-49%. Вот, и я помню, тот кабинет министров об этом говорил, и вот как бы вот эти предприятия передаются как вот переходящее знамя. Вот почему нельзя как бы справиться с этим вопросом? На тех же других совещаниях другие ведомства говорили, что да, вот они не показывают, доходов нет, налоги не платят, но тем не менее они потребляют ресурсы. И вот этим тоже увеличивается долг нашей республики вот за все эти ресурсы энерго. Вот как бы... Мына бажар суршыл гоймакты сыхт кфалайканс, вот сейчас урвай тагдыр балаунс, масын фажаганс, схабару, самевайканыш, ды калунтана фидиш. Мойдер, я сыхтыта шашылы мижгаяма, лафлавкангая, жарондуш фасайлизы омамана, пацахадын сыжьян хашын. Вот интересно, вот Валентин Сахангириевич, как это происходит? Как оценивается вообще работа таких высоких чиновников? Вот вам как говорят? Вот, например, у нас такое количество убыточных предприятий, юклеткой дуа 2 икона, дуа 5. Вот как это бывает? Благодарю. Спасибо за вопрос. Но когда мы говорим о убыточных предприятиях, почему-то все думают, что это промышленности убыточные предприятия, потому что у нас отрасля экономики в разных направлениях развиваются. Вы напомнили о потреблении ресурсов, это те же предприятия ЖКХ,
коммунальной инфраструктуры и все остальное. Большинство убыточных предприятий в этом направлении. В промышленности, я вас уверяю, долго нельзя проработать предприятия, которые приносят постоянные убытки. У нас более-менее в таких зачаточных условиях были предприятия промышленного комплекса. На сегодняшний день мы с ними работаем. Если вот таких прорывных пока фактов у нас нету, но есть факты, когда в десятки раз увеличиваются госзаказы, и не только госзаказы, но и они какие-то сбыты находят. Поэтому вопрос глобальный, но я по своей части отвечаю, что у нас намного меньше в процентном отношении убыточных предприятий. Так, пожалуйста, Тамара Бунтури. Тамара Бунтури, газета «Владикавказ». Добрый день. Вот есть такая информация, что в других регионах СКФО, значит, прошли волнения перевозчиков по поводу низкой оплаты проезда, низкой оплаты за проезд. Вот, удастся ли в нашей республике удержать цену за проезд? Она у нас небольшая, 12 рублей. Но с учетом того, значит, что в послании президента ни слова не сказано о повышении заработных плат, индексации пенсий и так далее. О комфорте уже не говорим в перевозок, хотя бы цену удержать. Да. И второе, тут же в привязке. Вообще вот этот известный российский парадокс, значит, нефть дешевеет, бензин дорожает. Если можно, объясните, пожалуйста. УФАС и так далее, другие надзорные органы. Спасибо. Насчет нефти отвечу, что если президент Российской Федерации задается этому вопросу, то товарищ Базаров тут тоже, как и вы, может разводить руками. Что касается тарифа, я не услышал, вы говорите, 12 рублей – это невысокий тариф, так? Но я имею в виду, удастся ли нам его удержать при всех вот… Отвечаю, что мы, когда начинаем, мы знаем, кто что из себя представляет, и плюсы, и минусы в том числе. Когда мы хотим видеть плюсы, мы их видим, когда не хотим видеть, то их не видим. На сегодняшний день проблемы с тарифом на проезд у нас нет уже несколько лет, лет 5, 4-5 лет, когда Министерство промышленности и транспорта закупили какие-то автобусы для того, чтобы сдерживать тот натиск, который был со стороны частников. На сегодняшний день у нас проблемы с частными перевозчиками нету по поводу увеличения тарифа. У нас есть проблема по дальнейшему наведению порядка внутри частных перевозчиков. Поэтому мы вам можем сказать, что без ведома правительства, а у правительства таких планов нету по увеличению тарифа. Пожалуйста, кто готов? Раят Занкиев, потом Мурат Габараев. Пожалуйста. Раят Зантьева, Осетия ТВ. Известно, что завод «Победит» будет сотрудничать с Рособоронэкспортом. Вот можно, пожалуйста, поподробнее по сумме контракта, условиям? И будут ли привлекаться другие заводы? «Победит» у нас на сегодняшний день, боюсь сглазить, что у него большие контракты и с Индией, и намечаются другие контракты. Эти контракты не на 1 год. Поэтому я вам скажу, что просто на следующий год мы планируем увеличение его объема производства в 2 раза. А контракт примерно на 5-6 лет. Только с Индией, сейчас и с другими странами ведем переговоры. Вообще, по «Победиту» я бы хотел сказать, что, конечно, мы не сидим, по каждому заводу у нас есть какие-то планы по развитию. Вот по «Победиту», и когда министр по развитию Северного Кавказа здесь был, мы должны его интегрировать не только с экспортом, но и с тем, чтобы внутри России появляется большой рынок и по инструменту твердосплавному, и в Кабарде государство хочет реанимировать шахты, и поэтому «Победит» может войти в такую холдинговые связи для того, чтобы он не строить уже другой завод, который был планирован в Кабардино-Балкарии. Мы объяснили, что «Победит» полностью может обеспечить всем твердосплавным инструментом всю Российскую Федерацию. И министр с этим согласился, и мы ведем в этом направлении переговоры.
Микрофон, пожалуйста, включите. Так, Мурат Габараев. Мурат Габараев, Федеральное информационное агентство «Регнум», республиканская газета «Северная Осетия». Скажите, пожалуйста, вот как на предприятиях, крупных промышленных предприятиях республики будет решаться кадровая проблема? Потому что на сегодняшний день все руководители предприятий говорят, что финансовые проблемы они более-менее решают, но с кадрами есть проблемы. На крупных предприятиях работают люди, которым далеко за 70 лет. И вот, например, позавчера мне директор электроконтактора Георгий Дзамбулатович Таболов говорит так, что через 5 лет уже некому будет работать на предприятиях. Валентин Сахангиревич, как проблема с кадрами будет решаться? И второй вопрос. Известно, что в этом году Дорожный комитет республики, дорожные предприятия выполнили большой работу. Это в частности и дорога Ардон-Дигара, и в пригородном районе, населенных пунктах. И в связи с этим какая ситуация складывается вот с дорожно-ремонтными управлениями республики, и будет ли продолжена работа в следующем году по асфальтированию сельских населенных пунктов? Спасибо. Ну, что касается кадровой политики, это, опять же, мы же живем в стране, и мы не можем быть независимы от той политики, которая ведется в Российской Федерации. На кадровую политику в последние полгода обращают огромное внимание. Мы не отстаем, мы провели тоже несколько совещаний и с Министерством образования, и провели анализ, какие именно специальности у нас востребованы на производстве. Все эти заявки сделаны. Я думаю, что следующим конкретно в тех местах, где используются бюджетные деньги, в ПТУ и в средних специальных заведениях, мы будем акцентировать на те специальности, которые востребованы в экономике. То есть за бюджетные деньги мы начнем учить тех, кто востребован, а вот такие, допустим, специальности, как парикмахер, повар, которые действительно они нужны, но это можно делать на деньги тех же предприятий, которым они потом они в каких предприятиях будут работать. Поэтому вот такая направленность у нас есть. Если получится, то я думаю, чуть-чуть мы эту напряженность снимем. Что касается дорог, да, действительно, мы в этом году даже опережающим. У нас есть несколько дорог, та же дорога Ардон-Дигара, где мы объявили конкурс на 2 года, но попросили подрядчиков сделать эту работу в этом году. Я думаю, в конце года или в начале, в января, мы планируем пригласить с федерального министерства или министра, или начальника дорожного управления для того, чтобы ввести эту дорогу в эксплуатацию. Да, на сегодняшний день мы в Дигаре ту помощь, которую мы должны оказывать районам, мы договорились, что каждый год мы будем выбирать 1 или 2 района, где максимально будем показывать работу дорожников, то есть больше территорий, больше дорог будем вводить в эксплуатацию. В этом году это был Дигара и Ардон, что там большую работу мы проделали. Я думаю, что в следующем году это будет Моздок и пригородный район, где население явно увидит улучшение дорог. Так, пожалуйста, Настя Бегаева, потом Милана Тадеева. Я помню, коллеги. Здравствуйте, Анастасия Бегаева, редакция газеты «Жизнь правобережья». Вот вы говорите, что у вас есть планы по развитию всех предприятий республики. Скажите, а как обстоит дело с Бесланским спиртзаводом «Исток»? Закрыт ли он навсегда? Объявил ли он себя банкротом, перепродан или еще что-то? Какая, в общем, у него судьба? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я недавно только начал заниматься этой отраслью. Были несколько встреч, в том числе разговоры по «Истоку». «Исток» за короткое время чуть продвинулось. Мы знаем, что предприятие было в процедуре банкротства. На сегодняшний день появились люди, которые, в принципе, решили этот вопрос. Наши земляки.
и мы решаем вопрос о лицензировании. Я думаю, что мы в ближайшее время решение примем. Этот вопрос не только на моем уровне, но это уровень главы республики. Мы намечаем, чтобы пригласили Хлопонина, который курирует это направление, провести прямо на этом заводе совещание по развитию этой отрасли в Северной Осетии. Поэтому в ближайшее время, я думаю, в течение полугода этот завод может заработать. Так, пожалуйста. 15 регион, потом Володя Иванов из Алина. Здравствуйте, Валентин Сахангириевич, Милана Тадеева, 15 регион. У меня два вопроса. Первый из них касается строительства коттеджного в Гизеле. Как обстоит проблема с обманутыми жителями республики? Как решается их проблема? И второй вопрос. Хотелось бы узнать, на какой стадии находится строительство дороги в Даргав. Спасибо. Что касается по Гизеле, я все это им объяснил. Люди согласились получить земельные участки, и мы им поможем. Строить будут они. Лично я этим людям пообещал, что мы будем помогать и техникой, и где-то и строительными материалами. Я все это им объяснил. Люди согласились получить земельные участки, и мы им поможем. Строить будут они. Лично я этим людям пообещал, что мы будем помогать и техникой, и где-то и строительными материалами. Мы на сегодняшний день оформляем на них земельные участки, сделаем всю инфраструктуру, газ, вода, электричество, им нужно будет только подсуетиться и начать строительство. Дальше, вот в этих рамках, кому удобно будет решить этот вопрос, я беру на себя эту ответственность. Мы уже протокольно поручили и пригородному району, там же рядом, определить земельный участок, чтобы хоть как-то компенсировать те неудобства, которые были им созданы. Что касается тех из них, кто хочет вернуть просто свои деньги, ну, просто многие вот звонят в редакцию, говорят, что, например, им не нужны эти земельные участки, они просто хотят вернуть те деньги, которые когда-то вложили в это строительство. Ну, опять же, мы говорим, что этим занимается, да, Министерство строительства, да. Если законно мы эти деньги не можем вернуть, ну, если я готов индивидуально к каждому вопросу подойти. Если человек действительно сдал там 300 или 350 тысяч рублей, и он готов выйти из программы, если ему это компенсируют, как бы, мы найдем выходы. Земельные участки тоже какую-то стоимость имеют. И мы найдем выход, чтобы там одну-две операции сделать, и человек получит свои деньги. Милана, обращений много, примерно, количество? Ну, давайте мы с вами решим этот вопрос. Вы сделаете реестр, и я готов подключиться. Вы поймите, если человек говорит так, нет, я вот там 300 тысяч, есть такие люди, которые даже 50 тысяч сдали. И больше всех, наверное, возмущаются те люди, которые там 50 тысяч, 100 тысяч, часть платежей сделали, на сегодняшний день требует жилье. С этими людьми у меня разговор не получается. А если человек конструктивно готов разговаривать, я готов решать проблемы. Вот жилье, если человек говорит, дайте мне только жилье, есть и такие люди, там одна Рита ее зовут, я, в принципе, ей пообещал решить ее вопрос. Видно, что она действительно нуждается, действительно ей негде жить. Мы все понимаем, что в эту программу входили родители, что в перспективе решить вопросы своих детей и все остальное. Но есть действительно такие люди, которым некуда деваться. Вот одной из них я лично пообещал решить ее вопрос. Но она уже так не терпит, что в день по 3-4 смс-ки мне посылает тоже. Ну, я вот в эфире хочу ее попросить, чтобы она чуть-чуть потерпела, я ее вопрос решу. Так, еще микрофон, пожалуйста. Что касается дороги в Даргавс. Ну, дорога в Даргавс на 70% уже готова. Это моя личная нагрузка от главы республики. Я думаю, что летом уже спокойно там можно будет ездить, и мы откроем его как для общего пользования, так сказать. Так, пожалуйста, Володя Иванов, потом Залина. Да, я понял, коллеги.
Владимир Иванов, «Российская газета». Валентин Сахангиревич, вчера многие из нас были участниками первого заседания Совета по инвестициям, недавно созданного. И вот когда речь шла о стратегии инвестиционной политики, то первой точкой роста, возможно, была все-таки обозначена промышленность. Поясните, пожалуйста, идет ли речь о возрождении былой славы предприятий, ну, как прежде он назывался, военно-промышленного комплекса или оборонно-промышленного комплекса, таких как Янтарь, Гран, Разряд, Бином. Существуют ли они сейчас де-юре и что из себя представляют де-факто? И вообще, возможно ли, мы многие слышали варианты о вхождении в какие-то холдинги, государственные корпорации, возможно ли все-таки, чтобы эта же слава была еще до того, как Осетия стала, так сказать, спиртоводочной продукцией? Возможно ли возрождение былой славы вот этих предприятий? Спасибо. Мы на сегодняшний день ведем переговоры с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, с Росэлектроникой об этих предприятиях. Конечно, самый главный вопрос – это кадры, это люди, это те люди, которые потом будут там работать. Направление определения, я вам один пример приведу, тот же Разряд. На сегодняшний день он производит одну лампу, но в связи с тем, что у нас вокруг творится, заказ увеличился в 10 раз. То есть на сегодняшний день в год он может производить на 300-350 миллионов рублей продукции. Производил до 30 миллионов. Там есть один человек, который заболеет, то все производство станет. Вот мы с директором завода по несколько раз ставим учеников, которые невозможно. 2-3 месяца человек учится, и получается, что он не может это делать. При коммунистах могли, сегодня люди, мы зарплату увеличиваем, и ученические платим. То есть отношение людей к работе чуть изменилось. Поэтому вот буквально на той неделе мы определили, что еще там 5-6 учеников посадим и будем стараться для того. Вот есть и такие проблемы. То есть когда есть заказ, когда есть направление, в которое нужно развиваться, а нету, вот как насчет кадров говорили, нету даже 2-3 человека серьезных, относящихся к работе ответственно, чтобы посадить и увеличивать объемы производства. Ну, мы решим, конечно, все эти проблемы, но что касается остальных заводов, в принципе, у нас есть по каждому заводу предложения, они по импортозамещению в Москве обрабатываются, есть предложения по оптическому стеклу, это и Баспик с Биномом, есть еще другие предложения, которые Москву устраивают, они сейчас ищут механизмы финансирования этих направлений. Тоже медицинское стекло. Когда министру здравоохранения Российской Федерации, министр Северного Кавказа сказал, что в Осетии есть вот такой проект, что могут построить завод по медицинскому стеклу, она сказала, что 100% импорт по этому направлению. Вот ампулы в Российской Федерации стекло на ампулы не производит. У нас есть проект достаточно глубоко отработанный, и на сегодняшний день мы подали заявку на то, чтобы они определили направление, по которому мы будем финансировать. То есть, или это будет гарантия бюджета, чтобы о сохранности инвестиций, там есть и иностранный инвестор. Поэтому есть направление, по которому Осетия может выстрелить. Мы и в том числе и спиртоводочную отрасль не сбрасываем со счетов, мы его хотим просто перевести в правовые русла, чтобы бюджет начал пополняться. Валентин Сергеевич, вот когда вы говорили по специальности разряд стеклодува или кто там, неужели настолько редко? Профтехучилище не занимается вот этим? Нельзя их подключить все-таки на одном человеке как-то, и он и Мы даже не профтехучилище, мы приглашаем людей на само производство, определяем ему рабочий стол, и вот как раньше при коммунистах было, берут их на поруки и учат. Человек, который это делает, он рядом ученики сидят, он их учит. Не получается.
Понятно. Так, пожалуйста, Залина Тотрова, потом, я понял. Залина Тотрова, агентство ТАСС. Вот возвращаясь к теме спирта, на прошлой неделе стало известно, что Росспирт, то есть Федеральная антимонопольная служба дала добро на приобретение Росспирту 2 спиртзавода Северной Осетии. Вот как это отразится на нашей спиртовой отрасли и сколько сейчас действующих заводов в Северной Осетии? Спасибо. Ну, на сегодняшний день ведутся переговоры, я уже 2 раза летал в Москву. Наша позиция такова, что будет заключение о том, что если спиртзавод перевести на биоэтанол, то он не сможет производить пищевой спирт, то часть предприятий мы переведем на биоэтанол. Это тоже рынок становится, Осетия не впервые, все новое начинать. Поэтому в 2015 году по плану правительства Российской Федерации будет принят закон по биоэтанолу, и Осетия будет готова сразу включиться в производство биоэтанола. Что касается пищевого спирта, в планах оставить из 20 заводов 5-6 заводов для пищевого спирта. И это, я вас уверяю, и для Осетии, и для Российской Федерации достаточно, чтобы в том числе пополнить бюджет Республики Северная Осетия и Алания. Вы знаете, что отчисление акциза происходит не из производства спирта, а производства уже продукции. И мы параллельно ведем переговоры, чтобы не только спирт производился, но и продукция спиртовая, ну, то есть водка, вино, коньяк, шампанское и все остальное. Так, Лена Сагараева. Я помню, как Лена Сагараева, потом забыла. У меня вопрос по жилью для ветеранов. Вот как у нас в этом вопросе этот вопрос решается? То есть, как известно, средства выделяются федеральным бюджетом. А как-то республика в этом участвует, и когда эта программа будет полностью закрыта? То есть, когда все ветераны и вдовы ветеранов получат жилье? Ну, я вам давайте приведу цифры. На сегодняшний день 1662 человека, ветерана и вдов в том числе, обеспечены жильем на сегодняшний день. В 2014 году это было 114 миллионов рублей. На 2015 год мы подали заявку на 214 миллионов рублей. У нас в очереди стоит 376 человек еще. Но это я не могу сказать, когда мы закончим. Я думаю, что по нашим планам вот из этих 376 человек бывают люди, которым мы в принципе отказываем, и документы недостаточно бывают корректно сформированы, поэтому на 2015 год 214 миллионов на первый этап нам достаточно. В середине года мы можем подать еще заявку на финансирование. В 2015 году вот те заявки, которые на сегодняшний день есть у нас в Минтруде, мы все обеспечим. Но могут появиться еще другие заявки. Есть там пункт о том, что после продажи своего жилья через 5 лет ветеран может подать заявку на обеспечение жильем. То есть много людей ждут того, что тогда они переоформили свое жилье, и мы не можем сказать, когда это все закончится, но все заявки в 2015 году, которые сегодня у нас есть, мы обеспечим. Можно еще вопрос по жилью, но теперь уже для пострадавших в результате теракта в Беслане. Вот согласно республиканской программе 156 жителей Беслана должны были обеспечены жильем. Этот вопрос закрыт сегодня или, может быть, как он решается? Ну, по закону они не 156, их намного больше. Мы выходим где-то на 830 квартир, мы должны пострадавшим гражданам, жителей Беслана. На сегодняшний день я по этой программе, и вчера глава проводил совещание, мы поставили, я думаю, что окончательно точку. Когда я с ними начал разговаривать в 2012 году, мы понимали, что финансирование – это тоже федеральные деньги, и в поручениях президента было написано, что
республики разработать законодательные акты, позволяющие обеспечить жильем, независимо от того, нуждается человек или нет, а бюджету Российской Федерации профинансировать это. На сегодняшний день мы подавали заявки, начиная там от 1,5 миллиарда, они нам говорили, это много, дошли там до 1 192 миллиона рублей. На сегодняшний день выделено первый транш 400 миллионов, в этом году 327 миллионов, остальная сумма, я думаю, мы в 2015 году все-таки добьемся, что федеральный бюджет нам отдал. Но это внутрибюджетные отношения. Что касается пострадавших, вчера мы определили место строительства жилья, потому что у нас цена фиксированная 26 800 рублей на сегодняшний день за квадратный метр. На сегодняшний день за эти деньги уже практически невозможно купить жилье. Вы знаете, что мы построили им возле Ледового дворца прекрасные квартиры, светлые, все довольны. Они нам поверили и на сегодняшний день требуют от нас, естественно, не деньги, а жилье. Вчера была поставлена точка главой, строительство будет продолжено, место определили, поэтому мы снимем эту напряженность, независимо от того, бюджетные деньги федеральные, когда поступят, люди получат свое жилье. А когда будет завершено строительство? Я думаю, что до конца, максимум первый квартал 2016 года строительство будет завершено. Пульс сети, потом Мозовский вестник, пожалуйста. Замбулат Кундухов, Пульс сети. Скажите, снижение количества объектов незавершенного строительства является одним из критериев оценки органов государственной власти. На сегодняшний день в республике порядка 200 подобных объектов. За последние годы их количество серьезно не уменьшается, если наоборот не растет. Не увеличивается. Да, если не увеличивается, да. И несмотря на то, что некоторые из них аж 80-го года, начала строительства, но десятки из них нуждаются просто в оформлении землеустроительных документов. Там тоже возникают какие-то различные юридические коллизии, но на это не требуется больших финансовых средств. И что планируется в этом направлении, если можно, в суммарном выражении? В суммарном выражении я вам не смогу сказать, но по этому поводу было совещание, и УКСу Минстроя РСО Алане было поручено до конца февраля провести все процедуры оформления, в том числе и земельных участков, и в конце первого квартала мы будем принимать решение, правительство будет принимать решение, сможем мы достроить эти объекты по каждому объекту, и если нет, то что с ним дальше делать. Поэтому решение будет принято до конца первого квартала 2015 года. Да, спасибо большое. Если можно, вы затронули проблемы наведения порядка внутри частных извозчиков, да? Да. Скажите, есть гарантия того, что вслед хотя бы в 2015 году водители автотранспортных средств, прежде чем выйти на линию, на маршрут, будут проходить медицинское освидетельствование и технический осмотр, как это и положено? Спасибо за вопрос. Конечно, мне самому уже на эту тему неудобно говорить, потому что часть вопросов это относится к городу. По пригородным перевозкам вопрос, который вы задали, о техническом осмотре транспорта, о медицинском обследовании водителя, у нас все это проводится. Что касается города, естественно, мы эти вопросы ставим. Перевозчики приходят и ко мне. На сегодняшний день мы ведем переговоры и со Сбербанком, и с лизинговыми компаниями. Все-таки я хочу им предложить вариант обновления транспорта. С председателем правительства мы разговаривали, какие-то средства мы найдем и в бюджете
республики, какие-то средства город должен изыскать внутри себя. Вот сейчас власть устанавливается в городе, будет с кем разговаривать, мы им сделаем предложение. Я в начале карьеры, когда я начал заниматься транспортом, в принципе, я был убежден, что государственный транспорт – это спасение для пассажиров. На сегодняшний день понимаю, что государство все равно в тех рамках бюджетных, которые сегодня находятся, должен помочь частным извозчикам поменять транспорт на более комфортный для пассажиров. И правительство республики уже готово в этом направлении отрабатывать. Мы ведем переговоры с так называемыми бригадирами тех направлений, где у нас контакт есть. Я вас уверяю, что в начале года мы готовы публично уже озвучить предложение для наших извозчиков. В том числе одним из условий будет, что впоследствии каждое утро водитель должен проходить медицинский осмотр. Спасибо. Так, пожалуйста, Моздокский вестник, потом Алане. Лариса Базиева, Моздокский вестник. Валентин Сахангиревич, вот Моздокский район, очень бы нам хотелось, чтобы больше была доля промышленности, именно производства в сфере экономики, чем, скажем, торговли. Как вы видите развитие промышленности Моздокского района? Вот для вас она чем представлена? Как человеку на таком серьезном должностном уровне. И второе, что такое концессионное соглашение? Является ли оно видом частно-государственного партнерства или инвестиции? И сможет ли оно, вот скажем, в отдельном районе, будь то Моздокский, будь то какой-то другой, там, где малые объемы производственные, малая потребность, может ли оно быть эффективным? Вот такое партнерство и такое соглашение. Спасибо. Что касается Моздокского района, я по роду своей деятельности связан был только с моздокскими узорами. В принципе, перспектива у него большая, но это одно предприятие, которое, я считаю, динамично может развиваться. На сегодняшний день очень большое внимание уделяют и легкой промышленности, и, в принципе, у него объемы увеличиваются каждый год. А что касается самого района, Моздок всегда, в принципе, был сельскохозяйственным районом. Говорить о том, что у правительства есть какое-то отдельное отношение к Моздокскому району, я не могу сказать, но в принципе, поддержка Моздокского района у нас всесторонняя. Я же говорю, даже по дорогам мы, в принципе, понимаем, что Моздоку нужно уделять особое внимание. Я чуть хочу вопрос развернуть, потому что мы даже встречались с министром дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии. Я думаю, в 2015 году уже там работы начались, чтобы по территории Кабардино-Балкарии эту дорогу все-таки отремонтировали, и Моздок стал ближе для Владикавказа, так скажем. Что касается частно-государственного партнерства, то мы очень много и на уровне Российской Федерации очень много говорим, и на уровне Осетии, это модные выражения. Когда, в принципе, федеральные органы власти здесь бывают, то и глава республики, и председатель правительства, и в том числе и я, мы объясняем, что те механизмы государственно-частного партнерства, которые они декларируют, они не работают на территории республики, в принципе, и в Российской Федерации, если это не крупный, не глобальный какой-то проект. Поэтому мы сегодня и говорим о том, что и с министром Кузнецовым по развитию Северного Кавказа совершенно адекватный человек, он пришел с бизнеса, с руководства региона, и когда человек с ним разговаривает, он понимает, о чем чиновники, местные чиновники говорят. Если раньше этого не было, то сегодня он понимает. И ставит вопросы о том, чтобы, допустим, тоже частно-государственное партнерство по гарантиям государства.
были ограничения, что проект должен стоить миллиард рублей. Ну, я понимаю, Осетия может и звучить как регион Осетия, но для нас проблематично найти инвестора, который бы загрузился на 1 миллиард рублей. Поэтому мы и ставим вопрос, чтобы снизить, допустим, до 200. Мы вообще говорим, что давайте снизим барьер частно-государственного партнерства до 100 миллионов рублей, чтобы малый и средний бизнес попал и мог пользоваться теми благами, которые дают тоже те же госгарантии, чтобы могли получить кредиты и все остальное. Поэтому у меня отношение к частно-государственному партнерству то, что на сегодняшний день оно пока плохо работает. Но плохо работает по вине того, что федеральные органы власти смотрят на бизнес цифр, которые в Москве бегают. Миллиарды, там, сотни миллиардов и все остальное. Надеюсь, что эти планки будут снижены, и Осетия воспользуется теми механизмами, которые дает частно-государственное партнерство, в том числе и Моздокский район. Спасибо. Так, Алания, пожалуйста. Аслан Бугазов, гостелерадиокомпания «Алания». Жители Беслана беспокоят соседство с известной свалкой, куда свозят твердые бытовые отходы жители всего района. Вот. Какова ее судьба, насколько известно, она работает, можно сказать, не совсем легально. Ну, умеете вы бить по больным вопросам, это вы можете со мной не согласиться, когда личную ответственность на меня возлагают, пытаюсь решить вопрос до конца. По этой свалке я поехал тушить эту свалку. Вы знаете, что оно летом горело. Ну, поехал тушить, подняли дорожников. Когда выезжал, вижу, люди стоят, там человек 20-30, ну, никто меня не просил, остановился. Поговорил с ней, пообещал, что эту свалку мы перенесем. Вот буквально вчера с главой района говорил о том, чтобы он определил место, куда можно перевести эту свалку. Переговорили с федеральными органами власти по экологии, с Кокоевым Виталиком, который пообещал, что поможет оформить документы, если мы подберем участки. Очень сложно подобрать участки. Подземные воды, рядом аэропорт, 15-километровая зона защиты аэропорта, вокруг него свалки невозможно делать, потому что там вороны летают, еще что-то. Очень много законов, которые нужно соблюдать. Поэтому вы меня сейчас заставляете говорить, что все-таки мы эту свалку перенесем. Ну, чуть-чуть дайте нам время, мне лично время, я обещаю, что эту свалку мы перенесем. Я бы хотел поздравить всех с наступающим Новым годом. Я не знаю, мы, наверное, все-таки постараемся, чтобы и зарплаты были, чтобы люди встретили Новый год достойно. Желаю вам, чтобы в каждой семье был праздник, рождались дети, были праздники. Спасибо вам, вы стали теплее ко мне относиться. Огромное вам спасибо. Я думаю, я достойно выдержал ваш напор в течение нескольких лет, никогда не грубил, никогда не переходил в какие-то личные, как мы картычан говорим, личную неприязнь, но я вам благодарен, что вы чуть-чуть изменили ко мне отношение. Спасибо вам за это, я готов взаимностью отвечать вам. Еще раз спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, разрешите на этом еще раз поблагодарить Валентина Сахангириевича, также поблагодарить ГТРК «Аланию» и техническую группу, которая занималась трансляцией пресс-конференции в сети интернет. Всем еще раз спасибо, до свидания. Спасибо.